Здравствуйте, Олег. Канатбек, добрый день. Добрый вечер. У вас день, у нас вечер. Как ваши дела, как ваше здоровье? Все было хорошо. Сначала давайте познакомлю вас. Олег Брагинский. У вас есть школа трэблшутеров. Знаете, как я знаю, 30 языков. Больше, сколько, 50, да, книг уже как бы Написал 156. написали? 156. Ого. У нас подкаст такой сейчас именно относится к искусственному интеллекту. Как видите, сейчас все говорят об этом искусственном интеллекте, что он заменит нас, людей, и программистов тоже. Как я видел до этого, вы об этом говорили много раз, даже делали какие-то искусственные интеллекты. Особо рассказывать нечего. Да, вы правильно говорите. Я занимался искусственным интеллектом. Я учился на кафедре вычислительные машины, комплексы и сети Киевского политеха. И у меня было три научные работы большие. Первая научная работа– это были параллельные вычисления. Мы работали с Моторолой. Потом я работал в коллективе, который создавал такую программу, называлась Progmols, программа моделирования логических схем типа Пикада. Она называется М, сейчас АФДК, и на ней до сих пор еще учат студентов, хотя прошло 30 лет. И третья, самая большая моя работа– это искусственный интеллект. Я написал 7 моделей, М1, М2 и до М7, с помощью которых развил свой антивирус и так далее. Из-за того, что айтишного известно, тема моей диссертации была информационно-аналитическое ядро интеллектуальной системы поддержки принятия решений. То есть м, я разрабатывал 5 кейсов. Первое– это искусственный интеллект для сравнительного права. Мы сравнивали право России, Украины, Германии и Франции. Это перевод, это толкование языков, это высокоскоростная обработка языков в режиме реального времени и хакерский редактор. Хакерский м. редактор, который не сжимается ни на один байт, имеет очень много функций, является одним из самых маленьких в мире. Недавно Microsoft написала, что они сделали маленький редактор. Он занимает 250 килобайт. Мой занимал 56. У них 14 функций, у меня 746. Так, получается, вы уже до этого, как я с вами говорил, вы обогнали Касперский, а сейчас уже Microsoft, так скажем, Ну, да? смотрите, Касперского когда-то было такое, да, что я обгонял, но все-таки Касперский Женя– это большая машина, за ним государство, госконтракты, поэтому в какой-то момент пришлось сдаться, и с 2005 года конкурировать не получается. У нас был М, выше темп, чем у Жени. Я сделал три антивируса. Сначала был в Браво, раньше, чем Женя, потом был Браво 2, примерно в его период, потом был UNA, Ukrainian National Antivirus. Но в какой-то м. момент, да, мы решили сдаться, потому что я работал в Альфа Капитале, это инвесткомпания, и понятно, что там были очень хорошие прибыли, а на антивирусе столько не заработаешь. До этого я вас подкаст смотрел, вы говорите, что в 2000 каком году вы уже сделали искусственный интеллект. А сейчас вы тогда вы еще сказали, то, что ChatGPT, там, Midjourney, это как бы все это... Смотрите, в чем проблема? Дело в том, что для того, чтобы сделать хороший искусственный интеллект, необходимо фундаментальное знание. И мне повезло, я работал с теми людьми, которые начинали работать с искусственным интеллектом в 70-х годах. То есть, на самом деле, тема искусственного интеллекта, вот последняя волна, да, последняя такая длинная история, если не считать, конечно же, разных аппаратов. Раньше был, допустим, шахматный аппарат, назывался турок, да, где Мгм, сидел человек и играл в шахматы с кем угодно. А потом, мгм. естественно, были там фон Нейман с его архитектурой, Клод Шеннон с его сжатием данных, там, код Хаффмана с архивацией, ну и так далее. Так вот, когда мы строили искусственный интеллект, это было время, когда появились первые компьютеры. Из-за того, что я работал с Motorola и Intel, нам на кафедру для меня привезли очень мощные компьютеры. И мы попробовали построить модель. Я сделал модель, в ней было 78 тысяч осей. И я занимался ею около 11 лет. И мне помогали, во-первых, студенты. В разные периоды их было человек 300. Мы Мгм. оцифровывали разные параметры. Во-вторых, этим заинтересовались переводчики, и мне помогала высшая партийная школа, именно лингвисты. И вот самую большую пользу принесли лингвисты, потому что математически искусственный интеллект очень простая история. Есть 5 вещей, которые для него важны. Быстрые процессоры, тогда были быстрые процессоры, много памяти, у меня было много памяти, хорошие каналы данных, тогда еще их не было, много информации. Нам Ленинская библиотека дала 300 тысяч книг для обучения. И последнее, конечно, это вот лингвистические понятия. Учитывая, что я знаю несколько языков, до этого я работал в Германии, в Японии, я решил использовать сначала язык русский для того, чтобы строить модель. Не получается, потому что можно Мгм. слова местами ставить. Я пробовал английский, получилось короче, но тоже не идеально. В конце концов, я пришел к немецкому. Лучшие языки для построения искусственного интеллекта для меня– это немецкий и корейский. Почему? Там слова находятся на своем месте.
И это очень Мгм. важно. И когда вот я построил эту модель, я применил ее к 5 разным задачам. Это прогнозирование стоимости акций, это попытка найти мошенников в транзакциях пластиковых карт, это поиск различных ошибок в в текстах. Представьте, было Мгм. время, когда не было проверки орфографии. Было очень мало редакторов. Был лексикон, слово и дело, вот, и ширайтер. Я написал еще один, он назывался Head, хакерский эдитор, хакерский редактор. И одна из задач, которые я решал, у всех были словари, с помощью которых были переносы слов. То есть как слово делить. Я взял свой искусственный интеллект, сказал следующее. Считай каждую согласную нолем, каждую гласную единицей, найди все правила. И искусственный интеллект проанализировал 2 миллиона страниц текста и мне дал 21 правило. Я их заархивировал, все. Получается, такие достижения я делал за ночь. То есть за ночь я сделал перенос по словам. Оказалось, что он работает для 18 языков. Для английского, для немецкого, для французского, для китайского. Получается, у меня весь мой редактор был из одного файла. А у всех были файлы проверки орфографии, файлы проверки переносов. Получается, что я Мгм. постоянно использовал искусственный интеллект, но я ему давал задачи. У меня был научный руководитель, который занимался искусственным интеллектом, и он мне сказал следующее: Олег, искусственный интеллект– это не машина, которая находит решение, это машина, которая ставит задачи, которые тебе помогут. Поэтому я не верю в чат GPT и так далее. Конечно же, я знаком с ребятами, которые делают чат GPT, я знаком с ребятами, которые делают DeepSeek, и это болталки. Это программы, которые, проработав большой корпус текстов, генерируют Мгм. ответы, очень похожие на то, что уже было, но ничего нового они сделать не могут. Вот в чем проблема. 2 дня назад у нас было в Кыргызстане форум такой, касательно искусственного интеллекта, то, что искусственный интеллект может 70% человек отобрать там работы, даже Знаете, по айтишников. этому поводу есть хорошая штука. Не помню, где я был, где-то в Европе. Я увидел стройку. И на стройке большой-большой плакат. И там было написано по-английски: «Чат GPT, забери у нас работу». То есть у строителей работу не заберешь. Две вещи Мгм. расскажу. Смотрите, я использую искусственный интеллект очень давно. То есть, получается, свою первую M1 модель я написал, это был год 95-й. Она помогала Мгм. мне сделать все курсовые работы. Я получил 5 образований, там техническое, юридическое, экономическое, психологическое и там еще одно специальное. Вот. И я образование получал для того, чтобы научить свой искусственный интеллект. Если искусственный интеллект учат только технари, или только химики, или только физики, он будет очень однобоким. Я учил, почему были первые модели? Первая модель была техническая, вторая была юридическая, третья была экономическая. То есть, получается, М7 обозначает 7 ядер. То есть каждый раз добавлял новое ядро, но я решал задачи, которые были. И вот когда я первый раз ее применял, был такой поляк, Роман Выжиховский, он очень известный сейчас в Польше ученый, и вот он приехал и говорит: слушай, вот Моторола сказала, что ты разбираешься там в построении плат. Я говорю: ну, не знаю, не уверен. Он говорит: я строю такой-то процессор, польский, можешь найти все модели. И показал 4 модели, которые он построил. У него были там 3 типа: данные, управление, контроль. И понятно, что вот все перестановки, они очень ограничены. Он говорит: есть 4 варианта. Я говорю: подождите, я прямо при нем запускаю 169 осей, и она выдает еще одно решение. Я говорю: я могу сколько угодно решений делать. Он дает мне $5. Тогда пять Мгм. долларов это были безумно большие деньги. И говорит: слушай, все, больше не надо. Как бы ты меня убедил, как бы все, я все понял. Модели может быть сколько угодно. Вот так это было. Или другой пример. В какой-то момент времени, вот когда вот я делал антивирус, оказалось, Мгм. что я не могу набрать студентов, которые были бы очень усидчивы, чтобы они помогали каждый день. Я взял Мгм. все макровирусы, которые были под Word, Excel, PowerPoint, и пропустил их через искусственный интеллект. Он мне говорит: есть 13 типов признаков, по которым я определяю вирусы. И я тут же добавил в свою базу около 45 тысяч вирусов. Это как раз та история, когда Касперского обогнал. Получается, каждый Мгм. раз, когда я хорошо в чем-то разбирался, я настраивал свой интеллект, и он решал мою задачу. Но недавно совсем во ВКонтакте было ко мне несколько обращений. Люди требовали, чтобы я им книги продал. Пишет одна девушка: так, мол, так, хочу купить вашу книгу, нет на сайте. Можете прислать? Я говорю: я не писал такую книгу. Она обиделась на меня. Ну и как бы через время второй спрашивает. Думаю, в чем дело? Я запускаю свой искусственный интеллект на ВКонтакте. Он выкачивает ВКонтакте всю сеть и говорит: да, был такой-то пост, искусственный интеллект, чат GPT сказал, что вы написали книгу «Спин. Новые продажи». Я не пишу такие книги. Название всех моих книг из одного слова: маркетинг, харизма, стиль, стартапы, команда, скорочтение.
То есть искусственный интеллект приписал мне книгу, которую я не сделал. И такое было уже несколько раз. Ну вот можно найти во ВКонтакте, вот опять же, когда вы выложите свой вот запись, да, нашу, вы М. напомните мне, и я пришлю ссылочки на на эти вот посты, которые были ВКонтакте, и там искусственный интеллект говорит, что я такие книги написал, хотя я этого не делал. Кто-то запрос дал ему, да? Да. Мне вот многие обращаются то, что нам нужно ли учиться в IT, мы можем ли сменить свою профессию на IT, нам нужно ли это, потому что сейчас искусственный интеллект очень растет, может ли отобрать и айтишников работу, да? На это как вы смотрите? Я так скажу, смотрите, еще когда я был на втором курсе, это был 92 год, была М, программа, которая называлась Dragon Dictate. Это был не искусственный интеллект, но можно было говорить ей: Канатбек, м, запятая, добрый день, знак восклицания, перевод строки, абзац, я, пробел, рад, пробел, читать, пробел, твое, пробел, письмо, точка, перенос мгм, строки, скажи, пробел, как, пробел, ты живешь, точка. Представляете, получается, 20 или там 30 лет назад уже была такая программа, и все говорили, не нужно набирать вслепую. Я мгм, научился набирать вслепую, и набираю вслепую, получается, ну там, не знаю, лет 30, и ни разу не пожалел. По поводу IT. Знаете, представьте, 88 год, 94 год, 2002 год, мгм, 2024 год. Вот четыре волны это было искусственного интеллекта. И каждый раз говорили, сейчас появится что-нибудь необычное. Ничего не появилось. Не появились новые компьютеры, процессоры, не появилась новая память, не появились новые лекарства. Если вы сильный специалист, вы с помощью любой модели, моей или вашей, или там чат GPT, решите проблему. Но искусственный интеллект, еще раз говорю, это болталка. Он не может ничего гениального сделать. Он не поймет, есть ли планета обитаемая. Он не поймет, из чего рыба состоит. Он не сможет сформировать новое химическое вещество, к сожалению. По одной очень простой причине. А, вот это все, это имитация, это обман, это фейк, это скам. Помните, были биткоины, да? Я да, да, рассказывал да. еще году в 16, что ничего из них не получится, потому что биткоин ничего нового. Блокчейн ничего нового, это очень старые технологии. Гляньте, прошло куча времени, есть куча придурков, у которых есть биткоины, но знаете что, очень многие из них там положили все свои деньги, а прибыли-то нет. То есть не появились люди, которые купили гостиницы, заводы, пароходы, у них есть только вот это вот уравнение, да? Поэтому нет, не заберет. Недавно совсем несколько моих учеников пытались сделать программы, и знаете что? Есть, допустим, такой Валера Хлебнов у меня. Он строитель, он выучил питон. Конечно, это М, искусственный интеллект, но строитель, который выучил питон, он вдруг стал очень, очень продуктивен. И он стал брать больше клиентов в 5 раз. Я ему запрещаю, я говорю: Валера, никогда не используйте искусственный интеллект. Все, что вы делаете головой, все работает. В любую секунду чат GPT, DeepSeek могут отключить, а ваши клиенты на вас надеются. Поэтому нет, м. нужно быть автономным, уметь работать без Wi-Fi, без Гугла, без искусственного интеллекта. Да, они же через интернет, если отключить интернет, то они же не могут работать. Да, 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 да. Например, фронтенщики уже не нужны. Еще говорят то, что дизайнеры тоже не нужны. Как вы думаете об этом? Я с этим не согласен и прямо сейчас покажу, что это такое. Вы знаете, действительно, есть люди, которые утверждают, что искусственный интеллект делает хороший сайт. Я приведу простой пример. Мы сейчас возьмем сайт школы трэблшутеров. Вот я сейчас только что взял Page Insight. Это такая программа, которая позволяет проверить, насколько хорош сайт. Надеюсь, экран виден мой, да? Да, 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 видно, да, да. Да. И мы прямо сейчас попробуем проверить мой сайт на качество. То есть мы берем сайт, вот, допустим, брагинскийолег.ком, который сделан руками, М, проверим его на качество, и мы увидим, какие у него параметры. У него будут очень хорошие параметры. А после этого вы скажите любой сайт, любой компании, Microsoft, Intel, кого угодно, и вы увидите, таких параметров не будет. Все очень просто. Искусственный интеллект делает все очень по-среднему. А если вы хотите делать хорошо, для космоса, для разведки, для военных, для ученых, искусственный интеллект не поможет. Искусственный интеллект– это троечник. Вот если вы чего-то не знаете, ваши знания на единицу, вам поможет искусственный интеллект. Но если вы отличник, он вам противопоказан. Вот смотрите, ага. сейчас у нас Zoom работает, поэтому немножко не хватает производительности. Но в целом мой А, сайт имеет 100 баллов, видно? По специальным да, 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 возможностям, по рекомендациям, поисковой оптимизация. По компьютеру вот все 100, видно? Просто сейчас у меня да, 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 мобильный интернет работает. Теперь да, да, назовите да. любой сайт, который захотите, и вы увидите, таких цифр не будет. Называйте сайт какой-нибудь.
Ну, Microsoft давайте, как Давайте сказали. Microsoft. Давайте. И вы увидите, что ни одного сайта, так, Microsoft, у меня, к сожалению, просто микрофон стоит на клавиатуре, поэтому Мгм. неудобно. Сейчас увидите, какие качества. То есть каждый раз, когда кто-то пытается использовать искусственный интеллект, он ухудшает программы. Поэтому нет. Мгм. Первый ответ. Учить надо. Причем даже не программистам обучение программированию сильнее помогает. А второе, чем больше вы руками работаете, тем лучше. И пока вот грузится сайт Microsoft, который, как вы видите, медленный, да, очень медленный, такую историю расскажу. Недавно я был в Монголии, я был в Китае, и мы работали там с определенными там, серьезными проектами. Так вот, там не было электричества, там не было мобильной связи, и мы проводили все совещания глубоко под землей. И вопрос, вот как люди, которые надеются на искусственный интеллект, на Google, на ChatGPT, как они будут работать? Вот я, получается, был Гуглом, то есть у меня все спрашивали. Вот смотрите Microsoft, 75, 88, 57, 92. Нет ни одного сайта лучше, чем мой. Почему? Потому что я не использую искусственный интеллект. Вот вам ответ. Сейчас у нас как бы в Кыргызстане IT развивается очень такой темп нашел, что многие хотят учиться, многие хотят то есть в IT сменить свою профессию. И есть такой момент. Сейчас многие школьники, многие именно абитуриенты после 9 класса уже стоит вопрос, нам обучаться на курсах или в ВУЗе? Что именно выбрать? Что вы бы посоветовали вот, зрителям, да? И то, и другое. Объясню почему. Когда вы учитесь в ВУЗе, у вас диплом государственного образца. Например, Да. часто бывает такое, мне говорят, есть диплом юридический? Я говорю, красный. А экономический? Красный. А технический? Красный. А психологический? Красный. И кроме диплома никому не нужно. Это формальность. Но вот Мгм. знания, представьте, что такое вуз или что такое школа. Сидит сколько-то людей, и из них половина считают, что это не очень важный предмет. И преподаватель снижает скорость. То есть в любом вузе учат людей процентов на 70. Но если вы Мгм. сильный специалист, любая частная школа, любые курсы вас дотянут до космоса. То есть, например, мы в школе трэблшутером читаем лекции, но кроме этого у меня еще есть ряд студентов, ряд учеников, которые уникальные, выдающиеся. И мы с ними делаем настоящие работы. И они достигают невероятных высот. А в ВУЗе педагог этого делать не будет. Когда, допустим, я читал лекции в Киевском политехе, у меня было, допустим, в среднем человек 150 на потоке. Так вот, Мгм. буквально один или два были звездочками. И вот этих одного-двух я забирал на кафедру. Вот им как раз и надо ходить на курсы. Курсы нужны звездочкам. Те, кто хочет деньги зарабатывать, те, кто хочет за границей работать, те, кто хочет продвигать что-то, там, не знаю. Мгм. Опять же, на моем сайте есть куча статей. У нас есть сейчас космические проекты. Мы запускаем ракеты, свои ракеты. Мы запускаем в космос спутники, свои спутники. С кем? С лучшими. Может ли студент с преподавателем запустить ракету космическую? Конечно, нет. У преподавателя нет денег, у преподавателя нет связи. А у коммерсантов, таких как вы, таких как я, конечно, это есть. Мы можем купить топливо, мы можем купить 3D-принтеры, мы можем это сделать. Поэтому, если вам нужны базовые знания, это вуз. Если вы хотите уникальные знания, это курсы. Те, которые учатся на ВУЗе, почему не могут найти работу? Потому что 70% улетают за границы на чернорабочую, да? Из-за чего это может быть? Знаете, когда я учился в школе, я из очень маленького города, 5000 населения, город-городня, Черниговская область. Это очень маленький город, очень маленький город. В моем доме сейчас живет, где я нахожусь, 2000 человек в Москве. А раньше в городе, где я жил, было 5000. Так вот, где-то в классе в восьмом я написал в МГУ и начал учиться по почте. Раньше же не было интернета. Мне присылали учебники и задания, я отсылал тетрадки с решением. Я учился в заочной школе Квант МГУ. То есть Мгм. то, что я из села, мне не помешало. Это первый ответ. Второй ответ. Многие из моих одногруппников, у которых были хорошие родители, у которых были дома компьютеры, которые, ну, прям были молодцы, они очень быстро в классе, наверное, в курсе на третьем сдулись. Мгм. Получается, что уезжать за границу глупо. Я работал летом несколько раз в Англии. Я собирал клубнику. Для того, чтобы не ходить в туалет, мы ели собачью еду. Мы покупали консервы собачьи, и мы их ели. Если их утром поесть, то только вечером сходишь в туалет. То есть, зачем это делает? Хозяин собаку кормит утром,
погулял с ней, покормил, он приходит вечером, он вечером пошел гулять, собака сходила в туалет. Представьте, мы ели собачьи консервы, чтобы в обед не хотелось есть, не ходить в туалет, мы собирали больше ягод. Нас не сильно уважали. Я работал в Германии, в город Бад Хамбург, под Франкфуртом, Макинзи. Вот такая компания. Но мне все время говорили, ты никогда не будешь зарабатывать столько, сколько Рони. Рони был мой напарник, немец. Немец будет М. зарабатывать больше. Я работал в Токио, я работал в Тойоте, и потом там в других городах. И мне сказали, ты можешь заработать столько, сколько средний японец. У нас больше нет. То есть я мигрантом был несколько раз. Я в Казахстане работал, в Беларуси работал, в России, в Украине работал. То есть я сменил несколько стран. И знаете что? Очень тяжело быть мигрантом. Лучше всего жить в той стране, у которой твой паспорт. Вот кто был мигрантом, те меня поймут. Люди, которые живут в стране, они не догадываются, как тяжело быть без паспорта. Вас полиция все время останавливает, там отчитываться каждый год надо. Это просто ужас. Это унижение, это сложно. И наоборот, представьте, человек добьется чего-то в своей стране, у него конкуренция очень маленькая. Вот есть люди, которые гонятся за деньгами. Не за деньгами надо бороться, надо гнаться за пользой. Вот, допустим, когда я сделал антивирус, ни одного другого антивируса в Украине не было. Ни одного. То есть мы сделали национальный антивирус, он был единственный. Допустим, когда я сделал хакерский редактор, ни одного не было редактора на Украине, он был единственный. Получается, что в Англии и в Америке очень сложно стать крутым. Поэтому я считаю, что нужно быть патриотом, нужно оставаться в своей стране, и тогда можно сделать все, что угодно. Вообще классно, да. Олег, спасибо вам. Можем закончить, потому что вы тоже торопитесь. Там еще у нас есть время, но все равно это, думаю, не первый раз у нас подкаст будет. Я хочу вас с вами еще раз записать подкаст. Ну, во-первых, Рахмат. Люблю Киргизию. Я там много времени провел на Иссык-Куле. Обожаю вашу природу. У меня много друзей из Киргизии. Спасибо, безусловно, Канатбеку за то, что придумал этот подкаст. Мы говорили про искусственный интеллект, и я говорю следующее, что искусственный интеллект не заберет работу у умных, поэтому нужно хорошо учиться, и тогда у вас все будет хорошо. И вторая вещь, мы говорили, стоит ли заканчивать образование или учиться на курсах. И то, и другое. Первое, получите диплом, чтобы бумагу могли показывать. Второе, обязательно учитесь. Курсы все-таки для тех, кто хочет знать больше. Удачи!